Время новостей в студии Луиза Хатуева, и сегодня в эфире. В преддверии главного праздника мусульман Общественный фонд Кадырова организовал масштабную благотворительную акцию. Чемпионский пояс уже в Чечне. Республика готовится к международному турниру по смешанным единоборствам. История любви, дружбы и взаимовыручки. А если нам нельзя встречаться, я не хочу жить на этой земле. В столице состоялась премьера мелодрамы «Тели и Толи». В Грозном стартовал чемпионат России по драг-рейсингу. Как прошел первый день заездов. Уже скоро состоится один из важных праздников мусульман. Ид аль-Адха отмечается на 10-й день священного месяца Зуль-Хиджа. В этот день проводят главный религиозный обряд жертвоприношения. Чтобы все верующие могли исполнить религиозный долг, региональный общественный фонд имени первого президента организовал масштабную благотворительную акцию. Подробности в следующем материале. 1700 голов мелкого рогатого скота и 51 верблюд. На окраине Грозного сегодня масштабная благотворительная акция. Животные предназначены для заклания в главный мусульманский праздник. Такой подарок в преддверии Ид аль-Адха получает семьи погибших и раненых правоохранителей. Чарна лаш истхиду да область адвальцер да дгмеллачумдир тана махкадат тарум да тана регионя тана республикадат тар да имна ويتقى بيلبل ونا وستي دا خلص ينستا بيس بيش بات ويبتشرم да ماش эмайнисимс да область адвальцер да дгмеллачумдир. В благотворительной акции принял участие и глава республики. Общественный фонд Кадырова не оставил без внимания и потомков курайшитов, известных шейхов и эвлия. عمد هجده لازوت قابل دول سنة نقطعها والمرشو نقطع مرشو يحقيرش نقطع العقل هنخل بولشنيخة بيسن شيري لازين شيري إشتا ومحكها قريشيت إينا بولشيري أولاد يعينا بولشيري إش سيدولش بولشيري تعت علم نيخي تساعد مثلا يستغي إم كلاشي وستيبنا داقن ساعدوير ويسخلوش دالا أيماني حاجي رمضان حاجي قابل ساعة ديل تبوش بالمسو بالا بوختوش تبينك دعايبش ويسخلوش دالا إيش وي قام عالش دشا تعبير تيولشا غربانش دال قابل ديل. Малижа Кулаева – жительница села Самашки. Она потеряла мужа в 2003 году в результате теракта. После молитвы он выходил из мечети. В этот момент прогремел взрыв. С того дня прошло немало времени, но его заслуги перед народом не были забыты. Каждый год его семья получает помощь от руководства республики и боевых товарищей. خون مصوش آور تام بغيرت أتصبول كمانديرو أرسين بوش ديريس خلصن مصو خين أحمد حجين هيت دقان يحش ساق داقشين ساقين داق دايتر مارخين داق دويت غربان داق أخساق مصو شاي دايشيق ناق وستالج أو ديشبو رمزان أخماتوشنا ديريس خل ديريقة تنجر حدوي خأسون. Подобными историями могут поделиться все, кого сегодня пригласили на эту акцию. Подвиги, которые совершили их родные и близкие, навсегда останутся в народной памяти. Родственники погибших и раненых при исполнении правоохранителей растроганы таким вниманием со стороны руководства республики. أخشى دل بيش خينا أقطين أشتودا أخشى خور شرع استقبل ساكا ما بين خور شرع بيبش ساك أنتن إردع ما بيق استو نوسيسنا يوتنا يوعن ينزلوش بوق يسون يعقم بوق إنساشني طبعا حاجة وقولة خنت إلوش بات على
ساسان بول ترويات دال ساب ولرش دق ملات جدي وباتش ميل دل استا دال سابول دال ازربالي حلا وقش مصو نين كنت عالش ويلق وزنديل بلچان دال геч дойл везендел Рамзан дел рез хол везендел. Священный день Арафа в этом году приходится на 11 сентября. Это значит, что мусульмане совершат обряд жертвоприношения в понедельник, 12 сентября. Завершая благотворительную акцию, собравшиеся обратились с мольбой к Всевышнему, прося благословения в эти особенные дни. Из Наур-Заурбеков, Мансур Сааев и Алаш Аздамиров. При поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики новости. Ид аль-Адха мусульмане проводят в усердном поклонении и в мольбах Всевышнему, а религиозный обряд жертвоприношения является высоко награждаемым деянием. Какие животные можно приносить в жертву, как встретить и провести священный праздник, расскажет богослов Умар Тайсумов. قربان أصحى خيلة فصلي لربك حيدا العبادة طول علامة ذوي أعمال يخلوش دال وانا حال قربان أصحى خيلة على بس آية على خلوش دال حال عيد لا مزدي يشخلر بالقلدنا فيما حديث بالقلدنا قربان أصحى قرخنا عورن بار دالشا ويمحك عيدا لا مزخن بالقل يخنو قيخنو عورن بار دالشا تاعنا عيد وربو عيد البو برزن شو تاعنا قد أقش قربان شتبيل البقش قربان يشلا بجن حيبة المخلة إذا بالقل يدويا قربان مقواش جا بشقاش أمكلو يشيق شقاش بجنيو يشيقاش جاز ويشقاش أستبو أستغى حلقة سرقش خيسين بلع مجدو إذا شقاش بعصا جزعت أطنا إذا بالقلدنوز إشتا قربان يشلا حيبة إذا سخطت أنخليز إذا بعرزي خل سيز يبعك بعلا خل سيز يشي أستخل بالقلدوش أستخل سيز إذا أخا يا وش على مش أو زخر على أصل وش على خل سيز إذا يجيج خا أزيك أخلى البارة ما عندوش تجيك إيش خلاص يجزا لق دقنه لق دقن خليزا يا صق دقن صق خادم خليزا باش خلا ياتس أصنخ أسقط ماش خليه شو قزم ويما زباح بالقلد إنه اشتقى إزدو تقى أس قربان وغلي حلقة سل حلقة دوش شدة دوينا إذا تروية عرفت أو سنخا بارو إسود أشين نعمار خبرش أرض سنة دوينا أشين نعمار خبردو إشت أسعيد دينها قربان وان حوال تسعنيت داتسو هما تشوخ خيترو إذا شاعيد الروح ورزل تأقى شاعيد الروح ورزل شو تأقى ساقة خيترو إذا قربان داخل نور ساقة خيترو إذا شكيتشن بيتن ورس حقير شو الله حايبة إذا سنداقة سنحكم موضوعن ألشي إذا تصحدا أقشينا ديتنا قد قد عديقة مجردو تأخيح كل دورشتو داقشينا ديتن دي قد عديقة الأقول دزو دقدو أقاوشتا سنة قربة إذا شنلو شو عديتا شنلو شو عديقة لا أمبرشتوقي ألسم دعمي دقيقة دالك قاعد زاخر دوز إشتا سنة دورشتو القربة واجب خليش أغلو يتأدوجي قوانا خشوة دال مغلا عصوق شرا قرب دير مدو سؤالش ساع يا أرلاش الحايبنا حق استا يبجنا دال حق قرب دير مدو السؤالش تأقى بارز خلي واجب خلي يتأدوشتن إدار تأقى أصنا خا دورشتو لا صديقين دورشتو لا هما جيك دلا خير شلا يؤشل ميجي من خباش خليات إذا يريجي دقيقة يسوسون شيني أمي قرداس إذا شانا فقلاتو شاني إيتا أمي قرداسون إتسع واجب خلي سندرجي دوليس أورس حقر حقاها مثلا بيجن ديق شخي بلا حتى ساعة وكل وينا خسين دوش ديق أنا سنة قربان أورس حق صحوي كل يوم أردت سو قابل من تلاتة شيء الله يسع بالقلب يأخذ أورس حقردو أزورها مو شين دوش ديق أنا سن وكل وين تاقى أستغبوا شو لا حشا إذا شو حقر بيجن ديق شو لا شا حقر دزلو سنو داش بايمر درسنا سنة يا فاطمة يحضري أضحيتك الله يبيت متى عند القرب بيشنا سحال غاد عولا أرس حق شنا شاء أرس حق شواتس سحال غاد عولا سنة تطنا عند الشيء إتي واحد شنا إتي دملات وحقاش لحلقة يشين قرب داش والشون جاشتو الله بيمر حديث لنا درسنا سنة تقدال جرجع از قرب نشمتك دعوس ألدنا دو أصا يني القربانين والشحيبان ترى شن دقر دلار خا أترغن دقر دلار صدق نش دعيا زو على إبل قدم سنة تجوار سنة تطن شعدن سنة ترش لكن دا لا قرب نش دا إيمان لويل ترو لويل وينا دين در قرب نش دا القبول دويل ويدوش دلا ويماح كح تبرج بسم الله قدوش دل بركة نعمة ساد وقشة بأن خلتي لرزل حجة بتبال سنجة دعي بأشة تلتعي بركة يل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
Центароевский заповедник – одно из самых живописных мест в республике. Рамзан Кадыров приехал сюда вместе с семьей. Они смогли понаблюдать за животными в их естественной среде обитания. Центароевский заповедник занимает площадь почти 700 гектаров. Здесь обитают пятнистые олени, кабаны, верблюды, южноамериканские ламы и многие другие животные и птицы, некоторые из которых занесены в Красную книгу. В заповеднике созданы все условия для того, чтобы ничто не потревожило мирную жизнь животных и экологическую чистоту этого места. Главный трофей международного турнира по смешанным единоборствам – чемпионский пояс Гран-при Ахмат-2016 уже в Чечне. 4 октября в Грозненском Колизее за него будут сражаться лучшие российские и зарубежные бойцы. Увидеть пояс может каждый желающий, так как провезут его по всем районам республики. Эта акция продлится вплоть до начала соревнований. О первом торжественном заезде расскажет Рамзан Керимов. Эту акцию бойцовского клуба «Ахмат» жители Чечни запомнят надолго. Колонна из мотоциклов и автомашин стройным ходом едет по улицам Грозного, Аргуна и других городов республики. Толпы людей с интересом наблюдают за заездом. Всеобщее внимание привлекает главный трофей одного из самых престижных бойцовских турниров в стране – чемпионский пояс Гран-при Ахмат-2016. Сразись, боец! Чечня с тобой, нас ждет победа, чемпион! Неудач, но трудностей не избегал ты никогда. Вперед, вперед к своей мечте, наш чемпион, наш славный брат. Ты представляешь легендарный клуб «Ахмат». Удача любит смелых и выносливых. Ты принимаешь вызов жизнью брошенный. Ведь сильных духом выбранных судьбою свели сегодня, чтоб проверить волю. Сразись, Нохчо! Чечня с тобой, нас ждет победа, чемпион. Хоть жизнь сложилась из удачи, неудач, вперед, вперед к своей мечте, наш чемпион, наш славный брат. Ты представляешь легендарный клуб «Ахмат». Конечным пунктом сегодняшнего заезда стал Центарой. Перед первой школой села собрались сотни жителей. Сыновья Рамзана Кадырова, Ахмат, Эли и Адам торжественно пронесли чемпионский пояс, демонстрируя его всем собравшимся. После исполнения гимнов России и Чечни участники акции возложили цветы к мемориалу первого президента республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Здесь же перед собравшимися выступил Хасейн Кадыров. Помощник главы республики подчеркнул важность предстоящего финала турнира Гран-при Ахмат-2016 и отметил, что проведение соревнований подобного масштаба – это результат курса первого президента республики Ахмата Хаджи Кадырова, который призывал чеченцев показывать свои способности на спортивных аренах. أرمدر هين شيء قش دسون وينو قاعد سهل بيه. ويق أمن وين تقاد قاعد سهل كيبر سيدو تغن له هل ده يبويس خلر هو دنيا جح مصر مأح دوزر دولش قول دولش تغن له هل ده أحمد يبويس سين سيديش دم ديزر يبهن دولش وأحمد حاجي ويدقك أنت بالليخن شيء سمعت عدي الليخن أنا ويتنسيد ديز سي مودا ديز نخرج الأعداء ديز كوي بويس طولن باقش أوسع أوش ويتس بويس انتشتو نخل ديز دا مول أخير دو إيش دا يا بيرتي ويل. Следующим слово взял президент бойцовского клуба «Ахмат». Абузейд Висмурадов в своей речи отметил, что чеченские спортсмены на предстоящем турнире будут бороться до последнего.
حقوق حلو وفوسي ثاني إنها كويس نتعرض شلون من كتير وكبرى ويلو بريزيدنت أحمد حجي فرحان لتش بوشوش بلاني بولبول بخبرش دار مغلات اللي قلت أدق بتردات ده تحت شركات دكتور ده مغلات ده عبيرت الله أكبر الله أكبر. Также здесь выступил глава Курчалоевского района Магомед Хаби Ибрагимов. В своей речи руководитель муниципалитета отметил, что за бойцовский клуб «Ахмат» выступают лучшие бойцы в мире и выразил уверенность в триумфе наших спортсменов. «Ахмат» клуб, клуб «Ахмат». Леташ за клуб «Ахмат» выступает Яшко, Тундела, Сидеш и пояс Варалош, кадавый спортсмен. Завершилось мероприятие зажигательной лезгинкой. В танцевальный круг вышли сыновья Рамзана Кадырова, Абузайд Висмурадов и бойцы клуба «Ахмат». Акция клуба «Ахмат» продлится до 4 октября. В этот день состоится грандиозный спортивный праздник – финал Гран-при «Ахмат-2016». Ну а пока наши бойцы провезут чемпионский пояс одного из главных бойцовских турниров страны по всем районам республики. Каждый житель получит возможность увидеть трофей. Рамзан Керимов, Джамалаев Хаджалиев. Новости. Республика готовится к предстоящему голосованию. В преддверии этого события в Шатойском районе прошла встреча с избирателями. Главная цель – повышение электоральной активности. Жители муниципалитета рассказали о порядке проведения многоуровневых выборов и избирательном процессе. Лариса Джабраилова продолжит. Для многих из присутствующих в этом зале предстоящие выборы станут первыми. С жителями 7 поселений встретились руководители муниципалитета и чиновники, ответственные за организацию выборов в Шатойском районе. Помощник главы республики Саламбек Абазов отметил, что предстоящие выборы – признак мирной Чечни. И это, в первую очередь, результат мудрой политики Ахмата Хаджи Кадырова. هم تقيل لردرجة حدون أربع كان خل بورشوني أبو إشيهم لردين شو تعد هو دنيا بلغ شتالير شو هم شتوي وين مثلا هنسوي هرسان يوشوا لي بتون سنتر غيل يزون شكول غيل بلني تقيل دونا شاي يلو شو ستسألني أبيك سموش أدمو داخري عدونا أقاشي قهي قرستون حيا شكول شتون دلها يبالغ دون حبيتون حتى واحد بلن بوخت غيرستون يحيق دلور دول شو منجدات شتون. Выборы, которые пройдут 18 сентября, будут многоуровневыми. Поэтому собравшимся разъяснили, как проходит голосование и как правильно заполнять бюллетени. Не секрет, что к выборам в Чечне будет приковано всеобщее внимание. Нужно быть внимательными к тому, что происходит на выборах Чеченской Республики. И ни в коем случае не допускать такой ситуации, при которой возможно некая провокация со стороны агентов, так условно говоря, влияния Запада. Любой маломальский какой-то момент, он может быть раздут до такой величины, до международного скандала. Поэтому очень важно не допускать каких-то таких шагов, которые могут быть использованы превратно. Всего в Шатойском районе будет открыто 18 избирательных участков, и, судя по настрою жителей, явка здесь ожидается высокой. Выбор раз участвовать в выборщу, сунар майнох чурмел тиквах везалхет, потому что это будущее нашей республики. Это необходимо для того, чтобы выбрать правильного руководителя нашей республики и чтобы наша республика была также процветала, как и сейчас. Подобные встречи в Шатойском районе будут проводить вплоть до 16 сентября, а уже 18 числа жители Чечни сделают свой выбор, определив тем самым будущее республики. Лариса Джабраилова, Хаважи Мунаева и Джамалаил Хаджалиев. Новости. Советник главы республики, руководитель оперативного штаба по развитию энергокомплекса Адам Делимханов провел заседание с руководством Чеченэнерго. Обсудили вопросы потерь в сетях и работу по сборам задолженностей. Главной причиной этих проблем по-прежнему остается отсутствие у потребителей счетчиков. Только в Грозном таких абонентов почти 36 тысяч. Адам Делимханов подчеркнул, что нужно выработать схему для более эффективной работы предприятия. По республике в целом положение собираемость захочу. От сум гугулона бата. Квартал. Харгул. Она ахтадала мамдош по плантело. И тярдельчи وي يشيا تاع وي بيك باس. طيورتا اسا اخشات ديل خيچو اخشات ديل چارودي
Вот это нужно разделить четко ясно. Что халахет من بيخ مضي يبوغ ببيز شون شين إلات شون يخوش تغلع ولكن بوغ نيسور بات سر هرداع أول بات. Очередная малоимущая семья получила помощь от регионального общественного фонда. Юнусовым за короткий срок возвели дом со всеми удобствами. Ключи от нового жилья новоселам передал глава Шалинского района. Тинатин Музашвили с подробностями. Семейство Юнусовых не может нарадоваться своему счастью. Сегодня они обрели крышу над головой. Ключи от нового дома в селении Чири-Юрт вручил хозяйке помощник главы Чеченской Республики, глава администрации Шалинского района Турпал Али Ибрагимов. طوقي لوي شوا سبالني شو بستي وشاو شوا طوقي شيء وشاو وصلوا وشاو بيت كيلويل لو وصل الوش ريس خوشنا منزعلنا أيماننا خزوقنا شو خزق خيتر دار أكتبور شو دار هبرت Старый дом был в плачевном состоянии. В 3 комнатах ютились 10 человек. Родители мужа инвалиды. В семье работал только один. И денег хватало лишь на пропитание. Джаридат Юнусова обратилась в региональный фонд имени первого президента. Там отреагировали мгновенно. Буквально за пару дней началось строительство, и через 2 месяца дом был уже готов. ميبل مصو ما ياينا تعمل ديشتل هما دنا تريك تدلوك ديك دين تون كيش دعواتنا تو تخلق شامل دلهم تاينس دول شدو ديريس خلقتن. Турпал Али Ибрагимов осмотрел дом и остался доволен качеством его строительства. Здесь же вместе с богословами из Чири-Юрта гости совершили обряд Мавлид. Тинатин Музашвили, Луиза Юнусова. Новости. В Амстердаме в эти дни проходит крупнейший в Европе телерадиовещательный форум. На выставку съехались мировые специалисты по телекоммуникациям и мультимедийным технологиям. По ежегодной традиции в столицу Нидерландов отправилась и делегация ЧГТРК «Грозный». Телеканал продолжает сотрудничество с известными на весь мир вещателями и производителями телевизионного оборудования. На амстердамской площадке уже прошли деловые переговоры с давними и новыми партнерами компании. С компанией ЧГТРК «Грозный» мы сотрудничаем уже довольно-таки давно. В этой компании очень большой парк оптики Fujinon. И мы надеемся, что в продолжении сотрудничества с компанией ЧГТРК вы сможете приобрести вот эти великолепные объективы для производства на своем телеканале. Мне очень рада, что господа из Чечни пришли к нам на стенд. Поскольку Чечня очень сейчас быстро развивает, и мы очень хотим, что первая поставка наша техника будет к вам. Напомню, представители нашей компании регулярно посещают крупнейшие мировые события в области телекоммуникаций, чтобы держать руку на пульсе времени. Современные мультимедийные технологии развиваются стремительно, поэтому «Грозный», как один из крупнейших региональных телеканалов России, всегда стремится отмечать последним веянием времени и внедрять инновационные технологии для прогрессивного роста. Чем еще запомнился уходящий день в республике, расскажем в рубрике «Экспресс-новости». В Аргуне прошла встреча кандидатов в депутаты, богословов и руководства города с местными жителями. Главная цель мероприятия – повысить активность избирателей. Собравшиеся напомнили, что 18 сентября в Чеченской Республике пройдут многоуровневые выборы и призвали в этот день проголосовать за достойных кандидатов. В новой школе Терра Нова села Мискирют Шалинского района прошла очередная встреча, призывая людей прийти на выборы 18 сентября. Руководство муниципалитета и ответственные за проведение выборов лица пообщались с жителями населенного пункта. Госавтоинспекция совместно с наркодиспансером и общественным советом сегодня провели акцию, приуроченную к Всероссийскому дню трезвости. Они останавливали машины и просили владельцев авто пройти тест на алкоголь, а также проводили с водителями профилактическую беседу и раздавали информационные буклеты. Продолжая работу по подготовке к 18 сентября, встречу провели и в Шелковском районе. Ответственный за организацию и проведение выборов Рамзан Черхигов подчеркнул значимость голоса местных жителей в выборе главы региона и призвал активно проявить свою гражданскую позицию.
Со студентами ЧГУ сегодня беседовали представители избиркома. Многие из обучающихся вуза в этом году будут голосовать впервые. Гости рассказали собравшимся о порядке получения избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, требований по их оформлению, заполнению и условиям выдачи. В Чхой-Мартановском районе прошло показательное мероприятие под названием «Культурный вечер». Гостям со всего муниципалитета в виде спектакля показали, как в прошлые времена проходил чеченский синкером и как знакомились молодые люди. Выступление оценивали глава администрации района, старейшины села и представители Министерства культуры. В Грозном состоялась премьера мелодрамы «Телли и Толли». В ней повествуется житейская история двух кавказских сел. Одну из главных ролей в кинокартине сыграл чеченский актер, народный артист России Дагун Амаев. На официальную премьеру прибыли авторы и актеры фильма, а также министр культуры региона. О новой киноленте расскажет Розана Цамаева. Житейская история, происходящая в горах Закавказья, на границе двух деревень, осетинского Толли и грузинского Телли, рассказывает нам о простых и наивных людях, которые, вопреки всему, хотят жить в мире и согласии, невзирая на национальные отличия и реалии времени. Так, как сотни лет жили их деды и прадеды, привыкшие все конфликты решать мирным путем. 70 лет на свете живу. Столько же лет через этот мост хожу. К соседям шел, чтобы пригласить на праздник. В честь приезда моей внучки угощение нес своему другу. А если нам нельзя встречаться, я не хочу жить на этой земле. Стреляйте! Идея создания фильма появилась еще 5 лет назад, однако реализовать ее удалось только сейчас. Картина снималась за рекордные для кино сроки – 28 дней. Фильм уже побывал на многих престижных фестивалях и успел занять первые места. В ближайшее время картина едет в Китай. Маша будет представлять ее на китайском кинофестивале. Даже не знаю, туда лететь 16 часов. Китай очень большая страна. И там увидят Кавказ. И там увидят... Вот что такое кино. Вы понимаете, когда ты его делаешь, снимаешь в Владикавказе, монтируешь в Москве, а показываешь в Китае, в Югославии, в Мексике, в Аргентине, и все это становится одним миром. Понимаете? И вот через кино, это один из самых, можно сказать, ну, дорогих, конечно, но все равно доступных средств, вот показать, как живут люди простой жизни. На роль Базики Саева в фильме был утвержден Армен Джигарханян, который не смог участвовать в съемках. Тогда было принято решение, что пожилого осетина будет играть чеченский актер Дагун Амаев. Так красиво она говорила. Это была бабушка? Да. Ее лицо светило счастьем. Расскажите о своей роли, о своем персонаже. Он очень мягкий такой. Это они два друга с грузинами. Они день и ночь вместе находят. Ну, часто скандалят. Но это скандал более 3 дней не тянется. Мы скандал кричим друг на друга. Хотя мы потом понимаем, что мы оба ошиблись. Опять же, мы собираемся вместе. Они почти раздельные не кушают. Они вместе кушают, они вместе ужинают, вместе обедают. Это как единая семья. За месяц до съемок Дагун Амаев перенес сложнейшую операцию на сердце. Однако зритель даже не почувствует этого. Это первая для народного артиста комедийная роль. Он признается, что ничуть не жалеет об участии в фильме. Перевоплощаться всегда артисту интересно бывает. Настолько удобство было создано для актера, я на других площадках не видел. Беря уже от гримоуборных, за мной был представлен человек, который отвечал за меня, чтобы я не простудился, чтобы я ни в чем не нуждался. Ну, вот как с детьми с нами обходились. Вот такое удовольствие я в других картинах не чувствую. Поддержать народного артиста пришел и коллега из Индии Бачан Бобби, прибывающий в республике. Мне очень понравилась его роль. У него колоритный типаж и хорошо играл он. И жанр фильма, она очень подходит нашим зрителям индийские. Там комедии, которые мы это любим, и наши зрители очень любят. Сегодня я получил хорошее удовольствие от этого фильма, и мне очень понравилось.
Индийский режиссер приехал в республику для создания совместного проекта. Это будет фильм о культуре, традициях и обычаях чеченского народа, рассказывает он. Как вам пришла такая идея в голову? Когда это произошло и вот почему вы решили именно с Чеченской республики? Мы слушали там о Чечне, там посмотрели на новости. Но я решил, чтобы поехать посмотреть на эту красоту. Чечня это для меня показалось как родной дом, и народ там гостеприимный. И мне очень понравилась здесь культура, красота. Я хочу, чтобы был совместный проект, как дружба народа, Индия и Чечня. Индийский режиссер надеется, что в его будущем творении примет участие такой же звездный и талантливый состав, как в фильме «Тели и Толи». Ну а свое слово о новой ленте совсем скоро скажут кинокритики. Розана Цамаева, Рустам Ибрагимов и Луиза Юнусова. Новости. 26 лет на страже железнодорожных путей. Равзан Хамидова посвятила жизнь работе на железной дороге. Ее рабочее состояние – заслуга женщины. Взвалив на свои хрупкие плечи мужскую работу, Равзан справляется с обязанностями ничем не хуже сильной половины. Подробности у Хавы Идиевой. За 26 лет работы на железной дороге она, кажется, уже привыкла обходиться без будильника. Рабочий день Равзан Хамидовой начинается в 7 утра, поэтому вставать приходится на рассвете. Придя в свой второй дом, именно так она называет железную дорогу, Равзан одевает сначала специальную экипировку, проходит инструктаж и только потом со своей бригадой выходит на путь. Лом, домкрат, путевой и торцовый ключи. Эти инструменты давно стали для нее самыми верными спутниками. Ее работа заключается в поддержании железнодорожного полотна в рабочем состоянии. Для безопасности пути еще харда. Маски, да, резинг, подбивать ее, постоянно бабишь. Каждый километр дороги – персональная экзаменационная полоса. Безопасное движение – результат кропотливой работы таких, как Равзан. В бригаде сегодня работают 10 человек, 2 из которых – представительницы прекрасной половины. Как признается бригадир, они выполняют свою работу не хуже мужчин, а где-то даже усерднее. Тяжелый был, у нас одна шпала весит 250 килограмм. У нас это находится наравне с болбеш. Наравне каждый миллиметр. Любовь к этой профессии женщине привили мать и сестра, также посвятившие свою жизнь железной дороге. О работе она может рассказывать часами, и главным результатом своей деятельности называет качество. بابستوقت سمو أدولش دان ليسين عم بوعبو الواديل مخلور يخص بلغ التعادت صدق نقصون يشتخص حدوش تقطع بلغ بيز خزاء خيط سمو أدولش تاخذنا عيدلنا وين خلقنا بيديخ دستي بوش ليلش تقطع. Но переступая порог своего дома, она превращается в хранительницу домашнего очага, любящую мать и бабушку 3 внуков. И пока на железной дороге будут работать такие ответственные работники, как Равзан, можно не беспокоиться за состояние железнодорожного пути. А это значит, и безопасность перевозок тоже под контролем. Хава Адиева, Магомед Мударов и Дани Хавхаров. Новости. В Грозном стартовал чемпионат России по дрэг-рейсингу. Состязания на скорость прошли на автодроме «Крепость Грозная». Сюда съехались лучшие пилоты из разных уголков страны. Сражения за звание чемпиона проходили по нескольким направлениям. Как прошел первый день заездов, расскажет наш корреспондент. Рев моторов как музыка для ушей автолюбителя. Почти любой спорткар здесь оборудован по последнему слову техники. Под капотом у каждого до 4000 лошадиных сил, а то и более. 4-й завершающий этап чемпионата России по дрэг-рейсингу проходит в 2 дня. Сегодня пилоты прошли квалификационные заезды.
турнире принимают участие 24 профессиональных спортсмена. Гонки проводятся по 3 классам. Это передний, задний и полный привод. Организатором выступает компания Drag Times, которая уже более 6 лет занимается проведением соревнований российского и европейского уровня. Чемпионат проводится под эгидой Автомобильной федерации страны. Тут отлично, как я сказал, это одна из лучших трасс в России. И тут прекрасная, хорошая погода, жарко, когда уже в центральной части России уже холодновато. Для нас это всегда плюс. Трасса крепости Грозная является самой быстрой в России. В прошлом году на аналогичных гонках здесь был установлен рекорд страны, в котором спортсмен из Москвы Дмитрий Самаруков проехал необходимую длину трассы за менее чем 7 секунд при максимальной скорости на финише около 310 км в час. Новое прохождение дистанции опередило предыдущий рекорд на 3 секунды. Прошлый рекорд принадлежит этой машине, нашей команде, в частности мне. И мы надеемся его не только обновить, но и сделать красивым. Здесь вопрос рекорда и его значимости. Мы должны показать, что в России можно ехать низкие секунды. И вопрос не в том, чтобы его кто-то перебил, а в том, что они действительно были низкие. Мне кажется, это будет очень важно для нашего дрэг-рейсинга, то, что мы поедем из 6 секунд скоростями за 400 км в час. Это просто показывает уровень развития этой дисциплины на стране. Всего специально переоборудованные автомобили могут достигать скорости около 400 км в час. По мнению экспертов, дрэг-рейсинг – одна из самых популярных и зрелищных дисциплин автоспорта. Участникам соревнований необходимо за максимально короткое время преодолеть дистанцию в четверть мили, то есть чуть больше 402 метров. لا تعبيات كيلقى والريسبوبليكانا قيدوا مشتن أرح بيش سدي ترعمي بيدينا مدقر دعنا تعبير لطلو شغل وجه إيش تيجوا أتلك حالي وشغل أخ وجه بركنا وشغل ماشي خاكلو شغل ماشي خاكلو شغل заинтересован нахана чего самому метки. Стоит отметить, что крепость Грозная не в первый раз принимает этапы чемпионата России по дрэг-рейсингу. И с каждым разом, по мнению организаторов, на трибунах появляется все больше зрителей, что означает популяризацию автоспорта в республике. В этом году организаторы чемпионата решили уже традиционно провести заключительный этап чемпионата России по дрэг-рейсингу на нашем автодроме. Дело в том, что наш автодром, он в своем роде уникальный автодром, где можно проводить соревнования по 7 дисциплинам в автоспорте. В том числе у нас имеется профессиональный дрэг-стрип километровой длины. Он единственный в стране, где вот в таком качестве, где можно проводить соревнования любого уровня. Финал чемпионата состоится завтра. По его итогам победитель и занявшие призовые места участники получат кубки и памятные подарки. Магомед Ламаркаев, Шамиль Саламов, Луиза Юнусова. Новости. В стенах московского спорткомплекса «Крылья Советов» состоялся рейтинговый поединок между чеченским боксером Висханом Мурзабековым, представляющим клуб «Ахмат», и бойцом из Белоруссии Андреем Долгожиевым. В первом же раунде наш земляк завладел инициативой, отправив соперника в нокдаун. Второй и третий раунд прошли в том же ключе. Белорусский спортсмен несколько раз оказался на настиле ринга. В итоге судья остановил бой. Мурзабеков одержал 13-ю победу. Чеченский боксер уже прилетел домой. Встретить триумфатора приехали родственники и друзья. По словам нашего бойца, победа в прошедшем поединке – результат интенсивных тренировок и поддержки со стороны руководства республики. В спорткомплексе «Олимпийск» завершился волейбольный матч между местной командой «Грозный» и кемеровским «Кузбассом». Первый сет хозяева выиграли со счетом 25-23. Однако в следующих 3 подопечным Арсена Кириленко везения не хватило. Игра завершилась с общим счетом 3-1. Следующую встречу грозненцы проведут 21 сентября с белгородским «Белгорье». А на этом все. Спасибо, что были с нами, и всего доброго.